третьего тысячелетия. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет программу «Редколлегия». Главные новости из жизни республики разбирают и анализируют журналисты и редакторы уфимских СМИ. Добрый день, мы начинаем программу «Редколлегия» на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Сегодня в студии Руслан Валиев, и у нас в гостях главный редактор информационного агентства «Башинформ» Артем Валиев. Добрый день. Артем. И главный редактор газеты «Бонус» Рамиль Рахматов. Привет. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире, и прямая трансляция нашей программы запущена в Фейсбуке и на Ютубе. Присоединяйтесь, комментируйте, ставьте лайки, а если есть какие-то вопросы и пожелания в эфир, присылайте их по номеру для СМС-сообщений +7 927 304 1051. Ну что, у нас довольно-таки насыщенная была неделя, да, и событий много, есть о чем рассказать. Одно из ключевых событий, я думаю, всем оно понятно, но к нему чуть позже, потому что мы начнем наш эфир с топов новостей наших изданий и изданий наших коллег. Озвучу топы коллег, которые прислали нам информацию, но которых сегодня с нами рядом нет, потому что, в общем, нас всего 3 человека здесь. Итак, газета «Коммерсант». На первом месте по читаемости и посещаемости материал о Раиле Сарбаеве. Раиль Сарбаев возглавит корпорацию развития. Это первое место. Задержан Евгений Гурьев, вице-премьер и бывший министр земельных и имущественных отношений. Второе место. Скончался вор в законе Игорь Молодцов в Москве. Это третье место. Такой вот материал у наших коллег оказался в топе. Как? Егор. Это вот уже... Как это называется? Слово забыл. Погоняло. Вот так, да. «Комсомольская правда» в Уфе. Певица Максим объяснила свой не лучший вид на концерте в Башкирии. Вот первое место. Второе. Уфимка обвинила медиков в бесчеловечности. После слов медсестры упала в обморок. Речь здесь о том, как, значит, в роддоме события происходили. Евгений Гурьев задержан. Это третье место «Комсомольской правды». Независимая Уральская газета. Первое место. Как в Уфе сносят самый крупный гаражный кооператив. Наверное, многие, да, слышали эту историю? Жуковский, да? Да, Жуковский или Жуковский, да, правильно. мы уже поднимали тоже эту историю. Вот, кстати, им удалось это отстоять. Удивительное дело. Об этом тоже во второй части уже программы поговорим немного. Второе место. Бывший владелец Салаватского роддома назвал причины отказа от концессии. И третье место. Туристы, совершающие сплав по Башкирии, пожаловались на необоснованные платы. Это была независимая Уральская газета «Медиакорсеть». На учителя, домогавшегося дошкольницы, завели уголовное дело. Первое место. Второе. Родители ищут сына. Год назад в Уфе пропал Артур Газиев. Кстати, вот этот материал, он только у них был, по-моему, да? Да. Третье. Директор школы в Уфе может быть уволен за перегибы. Эту историю мы тоже много освещали, о том, как Совет по правам человека, да, увидел эту, скажем, проблему в одной из школ. Учителя пожаловались на директора школы, который, вопреки, что ли, новым правилам изучения башкирского языка, навязывал активное изучение этого языка. И или это версия учителей? Это версия, да, разумеется. Кстати, Наталья Евдокимова, член СПЧ, вот мы сегодня с ней с утра с эфира созванивались, она сказала, что вот лично она не поддерживает эту позицию коллег, то есть она за то, чтобы все-таки языкам больше внимания уделять, но раз уж есть такой закон, вроде как надо его исполнять. Вот. Далее, что у нас? «Эхо Москвы» в Уфе, то есть наш топ, выглядит следующим образом. Целиком все 3 темы касаются дорог и общественного транспорта. Первое место. Динар Гильмудинов заявил, что на дорогах Башкирии разметки нет. Второе место. Тимур Мухаметьянов о том, что по проспекту Октября будет ходить скоростной трамвай. То, что нам он вчера в эфире утреннем рассказал. 17 миллиардов рублей, окупаемый за 28-30 лет. И третье место. Ради Хабиров о том, что не будет турникетов, и где он анонсировал, что вот сегодня должно было состояться совещание на эту тему, но, как мы уже знаем, оно перенесено. Отменено, да? Да, перенесено, потому что сам Хабиров вынужден был выехать в Москву по каким-то федеральным делам, как нам прокомментировали. Даты этого совещания новой пока еще нет, она неизвестна. Вот такие топы, и давайте, коллеги, посмотрим. Рамиль, что у вас? Ну, у нас оказалась такая, скажем, социальная новость, что ждет наследников и наследодателей в 2019 году. Нас вызвало удивление, почти 60 тысяч читателей прочитало, мы удивились. Потом второе место у нас в Уфе. На парковке обнаружено тело таксиста. И третье место стало известна причина смерти 2-месячной девочки в Башкирии. Скажем, такие темы всегда они почему-то цепляют. А к слову об упомянутом учителе из Кушнаренковского района, вчера вечером суд его освободил. Угу. Есть такое.
Ну, у нас Артем, экономическая новость заняла первое место. В Уфе судебные приставы приостановили работу Бургер Кинга на проспекте Октября. Ну, вот не знаю почему. Новость огонь. Новость, видимо, Вот это задела большое количество Это людей. сколько просмотров примерно? Ну, несколько тысяч. Я думаю, что около 10 тысяч. Ага. Глава района в Башкирии предложил сообщать ему в WhatsApp о нелегальной торговле алкоголем. Была такая новость. Это какой район передовой? Сейчас узнаем. Ну ладно. Да, ага. сейчас откроется. В Уфе задержан бывший министр земельных и имущественных отношений, только 3-е место. Но это как и в других СМИ. Эта новость, несмотря на свой резонанс, удивительно, да, в топ-1 не попала на первое место. Как выясняется, Кстати, интересует больше Это журналистов. значит, что наша республика живет достаточно насыщенной информационной жизнью. На круглом столе, который у вас был по этой теме в Башинформе, и вот, судя по вашему заголовку, немножко забыли одну очень важную вещь. Это не просто министр земельных и имущественных отношений, а весь вице-премьер, курирующий весь экономический блок. Это гораздо большие и важные полномочия. Да, Кстати, я обратил внимание, далеко не все писали, что он и министр, и вице-премьер. Да? На самом деле вице-премьерская я позиция, она думаю, по важнее. привычке его все-таки министром больше вот так ассоциировали, да, по крайней мере. Потому что вице-премьером он работал всего год. Нет, с 16-го 16, года. ну, 2-3 года, 2,5 где-то год. Ну, в общем-то, правильное замечание, да, я согласен. Ну что ж, как раз мы по топам закончили и плавно переходим к событиям недели, тем более, что оно у нас довольно-таки очевидно. События недели, на мой взгляд, таковым является как раз-таки арест Евгения Гурьева. И на ваш тоже? Или нет? Естественно, как бы это само собой, это какая-то, скажем так, это достаточно громкая вещь, и это первые лица республики в первую очередь. Во-вторых, мы видим тренд наших силовиков. И третье, это все-таки для меня это логичный какой-то, скажем так, промежуточный итог той деятельности, которую он производил 2 года. Слушай, на твой взгляд, вот по срокам, вот то, что это произошло сейчас, а не раньше, это вот о чем-то говорит, или это просто вот какие-то формальные вещи проделаны? Вот смотрите, как скажем, я бы не стал официальных СМИ наших республиканских гипертрофировать роль смены власти, но она им играет свою роль, потому что все-таки политическое руководство тоже имеет большое значение в этой истории. Тем не менее, я бы обратил внимание на другой момент. Я все-таки считаю, что после только дела башкирских прокуроров это стало возможным, а дело ведь башкирских прокуроров начиналось еще, во-первых, до смены власти, во-вторых, все эти громкие дела по силовикам, они начались с весны, как раз когда у нас сменился генерал от ФСБ республики. Точно. Поэтому я все-таки поставил бы во главу угла этот момент. Во второй момент, который многие говорят в республике, мы вынуждены признать, что из всех, может быть, правоохранительных органов республики более-менее, так скажем, и заметную и реальную работу пока показывает только Федеральная служба безопасности. Почему, кстати, так происходит, на твой взгляд? Да не могу я сказать. Я думаю, что здесь просто, скажем так, у этой спецслужбы есть все инструменты, все материалы, там на каждого, наверное, накоплена папочка. Дело в том, что просто появилась, наверное, политическая воля у руководства спецслужб, да и, видимо, и в Москве, скажем так, понимая, что скоро в республике произойдет там как та или иная смена власти, решили просто зачистить поле. Это ведь тоже в плюс Радио Хабирову, потому что ему на чистом поле, скажем так, зачищенном гораздо будет легче работать и получать, скажем так, свои плюсы от избирателя будущего. Так что здесь все совпало. Знаете, тут еще такой момент, вот вы сказали, в государственных СМИ больше всего акцентировали внимание на смене власти. Смена власти здесь имеет значение, но не первостепенное. В первую очередь, на мой взгляд, здесь имеет значение взаимодействия между уровнями власти. То есть если раньше это взаимодействие между республикой, республиканской властью и правоохранителями, она была какой-то слабой, да, наверное, да, то сейчас мы видим, что эта связь окрепла, что это связка, это координированная работа. И я думаю, в этом это как раз заслугу Радио Хабирова поставить можно. Естественно, не Кстати, спорю. Артем, ты согласен с тем, что это тоже является событием недели? Да. То есть здесь никаких споров у нас да, не но возникает. второе событие еще по турникетам. Это естественно. Да. Здесь я соглашусь. Ну, давайте по порядку, да, то есть все-таки более подробно разберем по аресту Евгения Гурьева. Ну вот мы тоже, конечно, в обсуждении этого вопроса поучаствовали, а именно дали возможность высказаться в эфире по телефону супруги Гурьева, которая Оксана Иванова, да, ее зовут. Она сказала, что, в общем, муж не виноват, вполне ожидаемо, да, и ее основным аргументом является то, что он исполнял решение арбитражного суда и, в общем, распоряжение вышестоящего руководства, поэтому вины в этом нет, более того, его преследуют там чуть ли не по политическим причинам и сводят личные счеты.
Вот, Рамиль, ты как человек, который является автором этих публикаций, кстати, и в твой адрес прозвучали от нее претензии, что вот, значит, однобокая была подача информации, их никто не спрашивал. Правда, на мой вопрос, а почему вот вы сами не вышли, да, с комментариями раньше, она ответила, что им запрещалось это делать. Ну и Гурьев от меня убегал, да? Мы же видео это видели. То самое видео вот весной прошлого года. Ну смотри, на тот момент, по ее словам, им запрещалось действительно говорить, или это не так? Я вам скажу так, я вам сейчас раскрою небольшой секрет, когда на меня выходили одни мои знакомые, хорошие, близкие, одни из которых был руководителем, скажем, учреждения, которое подведомствовало МЗИО РБ. Тогда Республика Башкортостан приобретала одно учреждение, скажем, в Абзелиловском районе у Магнитогорского комбината. И тогда меня очень люди просили: Рамиль, только не приходи на эту встречу, иначе Гурьев не подпишет это соглашение. Я не пошел, просто, ну, как бы не хотел срывать данную такую сделку, потому что, да, ну, это такой. Второй момент, ну, хорошо, если их не устроила моя подача, почему не было исковых заявлений в суд? Это два года говорить о том, что там совершается, но при этом никакой реакции, это 2. Третий момент, я внимательно действительно прослушал вот тот ваш утренний эфир, и я могу парировать на оба аргумента по поводу решения арбитражного суда и, опять же, по поводу, скажем, выполнения постановления правительства. Я не зря подчеркнул, что господин Гурьев был вице-премьером. И, собственно говоря, постановление Республики Башкортостан, во-первых, готовил он сам себе, это раз. Во-вторых, может быть, не в этих документах, но во многих документах он, как исполняющий обязанности премьера, часто расписывался сам, мы это знаем. Да, в этих документах, в некоторых, особенно касающихся кустарной, там действительно стоят подписи господина Марданова. Но опять же, повторяю, я не думаю, что Марданов здесь там имел распорядительный документы готовились, я все равно думаю, что аппаратом господина Гурьева. Что касается арбитражного суда и решений, так далее, так далее. Во-первых, есть множество решений арбитражных судов, опять же, апелляции и так далее, и Уральского, и Челябинского, да, которые выносили обратные решения. Это 2. Потом есть все-таки решение Федеральной антимонопольной службы, есть решение прокуратур. И в-третьих, я не раз в своих публикациях еще, скажем, полгода назад или год назад упоминал о том, что арбитражный суд зачастую используется как механизм легализации этих схем. Поясняю, потому что когда Минзимимущество идет в суд, ну, оспаривать те или иные сделки, при этом участие Минзимимущества представителей, оно является формальным, они благополучно сливают это дело в суде, а потом это решение, вот этой все сделки, они вот через суд становятся легализованы. Об этом, и этим я посвящал отдельные статьи. Поэтому... Заблаговременно до претворения решения в жизнь принимается решение суда, подстраховывается, да? Да. И все. Я об этом говорил, отдельные публикации. Поэтому вот эти 2 аргумента, я считаю, что, ну, они не к месту. Теперь я в одном моменте хотел сказать, скажем, морально-этическом. Я испытываю большое сочувствие лично к супруге господина Гурьева. Не сомневаюсь, что это... Он достаточно, на самом деле, интеллигентный, симпатичный человек, мягкий даже во многом и так далее. Но мое сочувствие к самому господину Гурьеву весьма-весьма ограничено. Поясню свои слова. Потому что... А где было сочувствие к тем людям конкретным, которые пострадали от деятельности этой группы? Где было сочувствие к девочке из деревни Жуково, которая получила черепно-мозговую травму тяжелую, когда через ГУП УАЗ получали определенные структуры Урала Ахметова, да, подряды там, без торгов? Где сочувствие... То есть там на объекте ЧП произошло. Да. Это мы помним, это уголовное дело возбуждалось, потом оно было замято. Где сочувствие к Азату Калимулину, нынешнему председателю Госкомтранса, когда он работал в Башавтотрансе, и на него инициировалось незаконное уголовное преследование? Где сочувствие к руководству совхоза Алексеевский, на который тоже инициировалось в интересах этой группы уголовное дело? Где сочувствие к коммерческому директору одного из мясокомбинатов Зауралья, которого в одном из офисов на улице Свердлова выбивали деньги, 1 000 000 рублей. И я видел постановление о возбуждении уголовного дела, но оно тоже сошло на нет. И если мы начнем вытягивать все вот эти цепочки, все эти эпизоды вытаскивать наружу, то поймите, здесь уже речь пойдет не о каком-то сочувствии, речь пойдет о том, что да, может быть, по вертикали замкнулось дело там, и закончился, может быть, на господине Гурьеве, но если идти вниз и вшире, ну там, думаю, должно быть множество уголовных дел,
и вполне криминального характера. Об этом в том числе сказал у нас на круглом столе Олег Полстовалов, сказал, что будут и дальше какие-то дела. Рустем Ахмадинуров подтвердил, что тоже так считает. Но и будут однозначно иски в гражданской правовой плоскости о возмещении ущерба. Вот я не зря сказал о том, что на самом деле господин Гурьев достаточно, говорю, интеллигентный, симпатичный человек, который на самом деле себе вот такого бухгалтера-отличника напоминает. Я думаю, что в этой связке он, может быть, не выполнял распорядительные роли, возможно, что он был исполнителем. Скажем так, он был ведомым, ну, скажем так, по моральным таким, скажем, психологическим этим. Но мои личные... Ну, понимал, что происходит. Да, он, естественно, понимал, что происходит, но мои личные симпатии господину Гурьеву, они закончились в 2016 году. Когда вот, опять же, партия власти и господин Гурьев инициировали, притом это все было так сделано цинично, когда отменяли, потом выборы прошли, они заново, когда инициировали ограничение прав, выведение критерия нуждаемости для получения земли многодетными семьями, когда этот круг был. Вот говорят, вот когда говорят, вот отличный семьянин, там приемные дети, много детей, слава богу, хорошо, а многие многодетные семьи не получили положенных земельных участков. Вот, понимаете, у меня поэтому тоже, я для себя определенные моральные минусы поставил в тот период и, к сожалению, не видел никаких плюсов. Поэтому, еще раз повторюсь, семье господина Гурьева мое человеческое сочувствие, но к нему оно мое ограничено. Кстати, WhatsApp жителям раздал глава Бураевского района Башкирии Рустам Исхаков. Ну, в принципе, интересный шаг, да, взял и раздал свой мобильный номер всем жителям района. Тоже хорошо. Прямо лично? Это замечательно. Ну, прямо лично, да, утверждается, что так, да. Но это тот как раз новый глава, да? Молодой. Да. Нас недавно. Да, его же недавно да. Ну, флаг, вот, правильно. Если по теме Гурьева, да, вот есть что важное сказать по поводу вот круглого стола, который прошел в Башинформе на эту тему? Хорошо, что пришел министр, не стал убегать от журналистов, да, как это. Кстати, это ваша идея была личная, Башинформа, да, скажем так. Да, идея была наша, да, конечно же. Мы сразу не думали, что удастся нам министра вытащить на этот круглый стол, но получилось, да, и мы увидели, в принципе, наверное, первое вот такое публичное выступление Полстовалова в ранге министра. Он уже несколько месяцев поработал, сумел ознакомиться с материалами дела, с тем хозяйством, которое ему досталось, со всеми нарушениями. Он как юрист тоже уже адекватно оценивает, да, всю ту работу, которую до него проделали и которая привела в том числе к уголовным делам. Он был максимально корректен, обращу внимание. Он был максимально корректен, как того и полагает госслужба, поэтому, но при этом он не уходил от ответов на вопросы, надо сказать. Ну что, какие у нас предположения, насколько это дело будет долгим, Рамиль, как считаешь? Ну, смотрите, я вам сразу скажу, что арест и часть 3 именно этой статьи предполагают то, что человека специально уже держат заключение для того, чтобы он уже как бы дал максимальный расклад. В зависимости от того, какой расклад будет дан, будут возбуждены в дело уголовно поведут те или иные эпизоды. На самом деле, по моим прикидкам, там эпизодов может быть, извините, длинная дорога. Тут можно и различные аспекты вспомнить, не только вот эти, там, земля, можно вспомнить и приватизацию, и попытки приватизации государственного имущества. Здесь можно вспомнить, сейчас дело, насколько мне известно, раскручивается по поводу очистных сооружений в городе Кумертау, там тоже сотни миллионов рублей федеральных денег. Я, по моей информации, даже, скажем, выемки в свое время в сентябре или в октябре, до смены власти проводились, в том числе у господина Гурьева, именно по тому эпизоду. В зависимости, как он даст расклад, столько эпизодов это будет сопротивляться, будут появляться новые эпизоды. Не будет особо сопротивляться, даст расклад, скажем так, ему определенный максимум свой поставят и уже будут разрабатывать других людей. Дело ведь все-таки экономическое. Почему нельзя было меру пресечения, я не знаю, домашний арест, например, выбрать, кстати? Вот я еще раз поясню, чтобы не было никаких сомнений, чтобы человек просто уже был достаточно психологически готов, чтобы давать показания и раскрывать все эти схемы. Так, у нас совсем немного времени до перерыва, но мы начнем. Да, вторая тема, Артем, ты говоришь, турникеты. Что именно хотел отметить? Турникеты, да, глава республики во вторник опубликовал пост, что благодаря общественному мнению, которое показало, да, и аргументированно доказали блогеры о том, что турникеты — это скорее зло, чем добро. Мне вот здесь одно смущает. Неужели это
изначально непонятно, что это трудно и неудобно вот тем, кто это предлагал. Почему нужно было дожидаться общественной дискуссии? С одной стороны, реакция на дискуссию — это круто, да? С другой стороны, ну зачем? Тем, кто предлагал, да, но, возможно, мотивы предложения этого были немножко другие, чем облегчить жизнь граждан. Давайте продолжим как раз-таки с этой темы сразу после перерыва на новости. Я напомню, что в эфире «Эхо Москвы» в Уфе программа «Редколлегия». В Москве 13 часов 30 минут на Эхе Новости. Россия не оказывает поддержку ливийскому маршалу Халифе Хафтару, который объявил о наступлении на Триполи. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле внимательно следят за происходящим в этой стране. Необходимо, чтобы не возобновилось там кровопролитие. Москва же в этом никак не участвует, добавил он. Правительство и нефтяные компании подписали новое соглашение о заморозке цен на топливо. Оно будет действовать до 1 июля. Как отмечает РБК, подписать документ хотели раньше, но из-за споров о финансировании возникли трудности. Крым решил не присоединяться к эксперименту по введению курортного сбора в этом году. В региональном правительстве отмечают, что это сделано в том числе по просьбе бизнеса. Соответствующий закон был принят в России в 2017 году. Многие регионы были готовы присоединиться к 5-летнему эксперименту, однако право введения курортного сбора пока предоставлено только 4. Помимо Крыма, это Алтайские, Краснодарские и Ставропольские края. В Санкт-Петербурге сегодня могут быть освобождены 2 активиста, которые были задержаны накануне за установку в центре города надгробия президента. По крайней мере, на это рассчитывает правозащитник Динар Идрисов. Интересно, что Агит России сегодня распространила информацию о том, что, по их утверждению, ни Андрей, ни Григорий не были лицами, которые участвовали в проведении данной акции, что может быть легко проверено, имеется алиби и имеется свидетельство по этому поводу. Думаю, что в ближайшие часы ребят, оставленных на ночь, доставят в Октябрьский районный суд, и дежурный судья начнет рассмотрение данных дел о административных правонарушениях. Перспектив на то, что их освободят, немного, но они все же есть, поскольку Октябрьский районный суд бывает подается такого рода сюрприз. Григория Кудрявцева и Андрея Жексимбаева обвиняют в организации несогласованного публичного мероприятия. Совет по правам человека при президенте будет инициировать проведение амнистии к 75-летию Победы. Оно будет отмечаться в следующем году. Амнистия же может коснуться широкого круга осужденных, заявил Интерфаксу глава Совета Михаил Федотов. В Кремле, впрочем, сегодня сказали, что пока никакого решения по этому вопросу нет. Режиссера Георгия Данелия похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Это сегодня подтвердили власти города. Прощание состоится 9 апреля в Большом зале Дома кино. Данелия скончался накануне на 89-м году жизни. О погоде в Москве сейчас плюс 8 градусов, давление 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха всего лишь 27%. Ночью обещают плюс 1-3 градуса, завтра днем плюс 6-8. Возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы. По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. В Уфе есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, что не боятся высказать его вслух. По будням эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» со вторника по четверг после 15 часов.
Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Череп. Баш хыяге. Череп ребенка. Бала баш хыяге. Череп ребенка. Бала баш хыяге. Ученые изучают череп ребенка, найденный в Каповой пещере. Галимдер шүлгән таш мәмерьяһендә табылган бала баш хыягын тикшерә. Ученые изучают череп ребенка, найденный в Каповой пещере. Галимдер шүлгән таш мәмерьяһендә табылган бала баш хыягын тикшерә. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет программу «Редколлегия». Главные новости из жизни республики разбирают и анализируют журналисты и редакторы уфимских СМИ. В эфире «Эхо Москвы» в Уфе программа «Редколлегия». Мы продолжаем наш эфир. Напомню, что в гостях нашей студии главный редактор агентства «Башинформ» Артем Валиев и главный редактор газеты «Бонус» Рамиль Рахматов. У микрофона Руслан Валиев. Мы остановились на рубрике «Темы недели» и выбрали в качестве второй важной темы это турникеты. Значит, действительно, тема вроде как развивается, и принято решение, хотя еще не официальное, да, что турникетов не будет. И вот я задавался вопросом, почему изначально все-таки был интерес в этих турникетах. Вот у вас есть какие-то версии, почему так делалось? Да, вполне официальное решение. Я думаю, пост Хабирова, это он решение, имеет, да? Ну, если не юридическую силу, то, по крайней мере, силу политическую силу, да. Императив да, точно. Да. И самое странное в этой ситуации, почему на следующий день после вот этого опубликования поста по турникетам председатель Госкомитета просто берет, уезжает из республики и не отвечает ни на какие вопросы. Мы в этот же день проводили, на следующий день проводили онлайн, приглашали, никто не пришел, даже из заместителей никто не пришел. Ну, в принципе, можно было там хотя бы от Башавтотранса кого-то отправить. Но вот непонятно вот эта ситуация, когда Госкомитет отказывается от публичных заявлений по этому поводу. Блогер Кобзон нам сказал, что они просто в шоке сами пребывают, поэтому ничего не могут вам сказать, поэтому не пришли. Вот смотрите, как несколько здесь аспектов есть. Кстати, реверанс в сторону онлайна на Башинформе. Там очень важная вещь прозвучала, что речь не о турникетах и заходах, там, как платить, как заходить. Речь идет на самом деле о целом рынке грузопассажирских перевозы города Уфы, включая частников, системы и контроля. 5-7 миллиардов рублей. Да, в оборотах, налогообложении и прочем. Вопрос гораздо сложнее. И вот это четко прозвучало на онлайне, потому что у людей какое-то, знаете, такое узкое понимание там турникетов. Это гораздо все шире и гораздо более сложный вопрос. Почему господин Мухаметьянов не пришел? Для меня здесь все логично. И Кобзон, и многие другие, и есть и общественные организации, которые там еще и год назад, и полгода назад говорили о том, что все эти реализуемые господином Мухаметьяновым схемы, особенно по программному софту, там, обеспечению там, дорог на контролях там, республиканских, разных софтов программы, мы обратили внимание, что очень большое увлечение, виртуальные, малопроверяемые вещи, но большие госзакупки под это идут. Я вспомню декабрьские госзакупки, когда под целую систему, программу, которая рассчитывалась на 5 лет, выделяется столько-то денег. Через неделю буквально идет большая госзакупка на много-много миллионов рублей, который, по сути, является одним из программных пунктов предыдущей. То есть они как дублирующиеся. Абсолютно. А что касается турникетов, в отличие от валидаторов, их не только надо купить, еще и обслуживать каждый месяц. Да. Это отдельный закуп. И каждый месяц. Это обойдется где-то, скажем, один турникет 1100, а дверей 3. Теперь важный момент, почему не пришел. Господин Мухаметьянову, это ведь вопросы не только в рамках этой системы. Мы слышали те вопросы, которые ему задавал в Рио главы республики. Я уверен, что по итогам всех этих вопросов господину Мухаметьянову, наверное, скорее всего, придется уйти в отставку, потому что жертвы нужны будут. Жертвы, ритуальные жертвы, абсолютно это, а господин Мухаметьянов сам вызывает... Здесь не ритуально, здесь вполне обоснованное было бы решение. Сам вызывает на себя шквал критики. И есть один тоже немаловажный аспект, который, наверное, вы все обратили внимание. Господин Мухаметьянов не выполнил ни одной поставленной задачи, которые у него были поставлены что при Хамитове, что при Хабирове. При Хамитове
не было никакого оздоровления ни Башкиравтодора, ни Башавтотранса. Правда, он над Башавтотрансом вообще не имел никакой власти. Там опять господа Гурьев были. Но тем не менее, да, не поставлен был. Не оздоровление с Башавтодором, да. То же самое мы увидели даже те, скажем, конкретные прикладные задачи, которые не такие масштабные, не такие денежные. Сделать мобильное приложение к 1 апреля. Вот, к примеру, тоже эти задачи господину Мухаметьянову, при всем при этом, да, может быть прекрасно, на самом деле, интеллигентный, спокойный человек, который в человеческом качестве мне достаточно импонирует, приходилось как-то общаться, да, но и симпатичный человек, это еще не значит хороший, видимо, чиновник и исполнитель определенных задач. Мы увидели, что, видимо, нет. Поэтому логика господина Мухаметьянова, которому было по большому счету вчера и позавчера нечего отвечать для участников этого онлайна, она вполне понятна. Ну, дадим ему времени, может, он соберется силами и аргументами. В итоге в четверг он был у нас в утреннем эфире, правда, у нас было всего 20 минут, и вот оправдывая, да, идею с турникетами, он объяснял, что есть математика, точнее как бухгалтерия, да, что турникеты позволят собрать больше денег, и нам, соответственно, позволят развивать там лучше всю эту транспортную систему. Если повысить штрафы, то это позволит собрать тоже больше денег, например. Нет. Вот смотрите, простой момент. Я задавался себе вопросом, а если я, допустим, гость города, у меня нету ни карты, у меня есть наличный расчет, и как я должен заходить в этот автобус? Мне объяснили, что там будет стоять кондуктор. А плюс ко всему. Смысл одновременного в автобусе нахождения. Я, кстати, этот пример привел. Я говорю, в Москву, когда ездил, автобусы были с турникетом, я их избегал. Я пользовался только метро, либо ходил пешком, потому что автобусы сложные были. Аналогично. Ну вот. Ну и второе, что, кстати, он вчера озвучил в эфире, это трамвай, да, который у нас якобы все-таки уже рассматривает Госкомитет на полном серьезе. Правда, еще не решено, первым они этажом будут идти. Точнее, на минус первым под землей или над землей. На одни и те же грабли. Да нет, у нас шаг вперед, 2 шага назад, это уже что-то устало. Это, знаете, это такое прожектерство. Это уже превращается в прожектерство, реально. То есть вы считаете, что это в принципе нереально или это не нужно? Это дорого. Это дорого и не нужно. Уже теперь. Вообще было не нужно было убирать. Не нужно было убирать ту линию, которая была по, скажем так, по бесшумной технологии сделана. Вот вспомним, перед демонтажом этих линий за пару лет до них они были заново отремонтированы, был бесшумный такой как бы Я способ. скажу точно, этот ремонт шел летом 2006 года, Да. в конце 2007 года они были демонтированы. Есть замечательный проект у Башавтотранса, Метробус называется. Да, это, в принципе, то же самое, только деньги будут раз в 10 или раз в 100 меньше, да, затрачено на это. Так просто автобусы купите, пустите, так же, как трамвай. Метробус по принципу Стамбула, да, вот у нас анонсировался как-то недавно. В Москве электроавтобусы ездят, Давайте которые выпускаются в Башкирии. Давайте посмотрим такую вещь. Несколько лет назад мне приходилось именно темой троллейбусов. Мы благополучно похоронили башкирский троллейбусный завод. При этом его, скажем, новые модели, они ездили благополучно в Москве, в Крыму, которые, когда они, допустим, заканчивается линия, опускается он едет на заряде батареи, да? Ну, чем не решение замечательное? Почему его не пустить до той же Демы, допустим, или по проспекту Салават Юлаева? То есть множество проектов есть. У нас электробусы выпускаются в Нефтекамске, отбоя нет от заказчиков, они все уходят в другие регионы. У нас есть мощности для того, чтобы реализовать, опять же, все эти проекты гораздо более экономно, при этом поддерживая одновременно своего же республиканского производителя, будь то там Башкирский троллейбусный завод, НИФАС или прочее, но мы обязательно найдем что-нибудь подороже и эффектнее. Повышенную эстакаду, а потом как туда людей подводить, да, так скажем, это еще одни... Я говорю, прожектерство. То есть, на ваш взгляд, получается, эти вещи нереализуемы, и мы будем придумывать что-то новое, скорее всего. Не надо придумывать даже особо что-то. Есть готовые решения, надо их реализовывать. Коллективный разум Фейсбука, он не даст этого сделать. И уже возбудились, кстати говоря. Люди, которые, причем профессионалы, да, вот, например, Оскар Фазлыев из МУЭТ, имеющий большой опыт работы сейчас в администрации Казанского района, он вполне обоснованно, аргументированно расписал, почему этот проект не жизнеспособен. Вот, смотрите, почему я всегда Оскару Фазлыеву поверю, потому что, допустим, его, даже несмотря при убогости нашего парка МУЭТа, да, вот этих трамваев, но его приложение, которое, скажем так, позволяет там выйти по графику, там выйти на остановку, и как приезжает трамвай, оно прекрасно работает. Да, они, кстати, первыми запустили безналичную оплату. Поэтому, банковской карты в троллейбусе. Поэтому, как специалисту, я Оскару Фазлыеву верю. Ну, на ваш взгляд, вообще будущее у электротранспорта как такового в городе есть?
Оно необходимо. Давайте так скажем, у нас большая часть выбросов в городе, и в любом городе появляется даже не промышленный объект, это автотранспорт. Поэтому все-таки сокращение этих выбросов — это насущная необходимая задача. Электротранспорт все равно у него будущее есть. Просто в какой форме и как это должно сделано, и как должна быть логистика, это уже другой вопрос. Это работа для урбанистов, но не нужно ее слишком усложнять, ездить за много-много миллионов по всему миру по всяким семинарам, придумывать какие-то там схемы и так далее, и так далее. Возьмите готовое решение. Скорее о том, что действующая, имеющаяся инфраструктура не полностью используется, грамотно не полностью используется. Потому что у нас есть электричка городская, например, да, вот то, что было озвучено, можно единым билетом расплатиться и в троллейбусе, в электричке и дальше еще куда-то. Речь только об организации этого процесса. Сейчас вряд ли кто-то пользуется всерьез вот этим проектом городская электричка, хотя возможности такие есть. Там просто нужны подъездные пути и нормальные маршруты организовать, которые бы вовремя подвозили к этим электрическим линиям. С этой уже улицы Зорге спуск там к ЖД-линии. Вот тебе тот же трамвай, который параллельно проспект Октября. Везде. Да, нет, надо построить что-то грандиозное, мегапроект, мегастройку. Ну что, коллеги, у нас есть еще что-то важное в тему недели? Или на этом пока все? Ну, я думаю, что пока эти самые... Ну, хорошо, тогда переходим к следующей рубрике «Заголовки недели». Я вот выбрал заголовком один из материалов «Коммерсанта». Наталья Павлова даже на этот счет пост написала в Фейсбуке, что вот не обратили коллеги особо внимания, а тема очень серьезная. Заголовок следующий. «Закономерный фенол. По решению суда Уфы должны ограничить использование территории Уфа-Химпрома». Ну, действительно важный материал о том, что на территории заброшенного химпрома огромное количество отходов, да, того самого вредного производства. И на сегодняшний день при этом, при всем, там находится большое количество хозяйствующих субъектов, в том числе молочное производство, да, продукция которого у нас на полках магазинах присутствует. Мы уже неоднократно тоже писали об этой истории и говорили об этом на круглых столах, говорили наши экологи вроде Марса Сафарова. Да, но пока дело не движется никак. Не, давайте так скажем. Есть приятные новости, которые начались, скажем, с эфира вашей радиостанции, когда господин Елал сказал, что... Я, конечно, скептически отношусь к таким, когда они так победно заявляют, что вот это случится, но, по крайней мере, надежда — это тоже неплохо. С другой стороны, Наталья, я, кстати, согласен с данным заголовком. В принципе, всегда можно ставить «Коммерсант» здесь во главу угла. Они свободны в выборе заголовков. Очень действительно щепетильный момент, кроме даже, точнее, тонкий и опасный момент, даже, может быть, не в продукции там, которого там завода, а то, что вывоз земли и грунта, который действительно пропитан на 15-20 метров, это тоже факт. И это очень большая там опасность и так далее. Я всегда, например, почему прекратил покупать, скажем, какие-то овощи, фрукты в свое время на улицах города от бабушек, старушек, добрых там дачниц. Я потому что знаю, что эти дачи находятся в том направлении. Заброшенные сады, откуда все благополучно собираются красивые наливные яблоки. Вот это из той же серии, когда земля оттуда вывозилась, грунт и так далее, и так далее. Но вот тема болезненная, пусть даже и может быть не новая, но какие-то, скажем, там появились хотя бы правовые решения или какие-то планы, это все-таки радует. Ну, я думаю, проблема основная в поиске источников финансирования, за счет кого рекультивацию это проводить. Конечно, может быть, не совсем справедливо все это проводить за счет республики. Хотелось бы в какую-то федеральную программу попасть. Они есть, эти федеральные программы. В поддержку твоих слов, Артем, вот смотрите, в позапрошлом году или в прошлом году на совещании в Астрахани Дмитрий Медведев заявил, что самый большой вклад в загрязнение там водных ресурсов Каспии и Волги вносит Башкортостан и в меньшей степени Татарстан. Понятно, что это наши промышленные предприятия, начиная там от БСК, да, наверху, к примеру, и здесь наши там это, но ребята, если вы беспокоитесь за всю реку, за весь бассейн реки, ну давайте тогда хотя бы федерально. И давайте вспомним, что все Уфахимпром в свое время, когда все эти аварии произошли, он работал не в интересах Республики Башкортостан и даже не конкретной какой-то корпорации, да. Он работал на весь Советский Союз, и поэтому я считаю, что несправедливо нас оставлять наедине с этой проблемой, но какую-то надежду в этом отношении Игорь Ишмухамедович нам все-таки дал, будем надеяться, посмотрим. Вот дальнейшее уже зависит от пробивных возможностей наших сенаторов
и уже депутатского корпуса. А с этим у нас проблемы. Глава республики тоже в стороне не останется. Он-то, безусловно, да. Но каждый день долбить эту тему, это все-таки должны наша целая группа наших и парламентариев. В Москве. Если верить Эрику Илалову, как бы он это пролоббировал, и дальше, наверное, будет стремиться. Будем надеяться, по крайней мере. Ну, во всяком случае, ему можно почему поверить? Потому что Эрик Илалов о теме Уфа Химпрома говорил и будучи мэром не раз. Да. Артем, есть заголовки, предложения? Я наш заголовок назову. Мне понравился, опять-таки, фраза, цитата недели, я бы даже сказал, которая вошла в заголовок. Это Олег Толстовалов сказал, что не все чиновники Министерства земельных и имущественных отношений такие, большинство из них порядочные и честные люди. Ну, в принципе, для тех, кто работает сейчас в ведомстве, для тех, кто работает в правительстве, это важные слова. И я сам, когда 5,5 лет там проработал, ни разу, так сказать, не сталкивался с коррупцией вот на уровне среднего звена чиновников. Это огромная армия людей, которые действительно работают добросовестно, которые вкалывают, не покладая рук, без отпусков, без выходных, и редко видят свою семью. Настоящий госслужащий, он должен именно так поступать. Сколько это людей, вот в конкретном Минземимуществе, например? Там же подведомственные учреждения, так что их так не скажешь сразу, наверное. Да, но больше 100, я думаю, есть. Всего в правительстве работают порядка 300 человек в аппарате правительства, да, вот в основном, там, скажем, блоке правительства. А чиновников у нас в республике 12 тысяч, если не ошибаюсь. Если не ошибаюсь, у нас федералов больше, чем республика. Федералов больше, чем республика. Вот здесь еще муниципальный чиновник, там большую долю составляет. Артем, еще второй момент, который тоже, о чем сказал господин Толстовалов. Вот, кстати, если говорить о тех чиновников, скажем, Минземимущества, вот когда я говорил о пострадавших о деятельности, вспомним, что у одного из коллег господина Гурьева каким-то образом сгорел им автомобиль. Был подожжен. Кстати, это вот как раз те честные, порядочные люди, которые в том числе тебе показывали материалы для публикации. А этот коллега продолжил работать вместе с ним? Или он уже к тому времени... Его пытались выдавить, он выходил на больничный и не давал себя уволить, слава богу. И продолжает работать без себя. Если не ошибаюсь, да. Во-вторых, второй момент, который очень важен уже, наверное, для многих простых жителей города Уфы, и, во всяком случае, для тех жителей, которые живут в этих домах, которые были построены на этих земельных участках, здесь очень, и для бизнеса в первую очередь, министр четко объяснил и очень правильно, что в данной ситуации злоумышленником не может быть бизнес, который, собственно говоря, он и направлен на то, чтобы минимизировать свои расходы. Увеличивать доходы, соответственно. Да, увеличивать доходы. Купили, всегда бизнесмен старается купить или организовать себе что-то, какие-то издержки и уменьшить. Поэтому как бы логика в отношении... Причем не факт, что он слишком уж меньше заплатил, чем это стоит. Да, мы же не знаем, что там проходило под столом или за закрытыми кабинетами. Мы тоже эту неофициальную часть не знаем. И поэтому позиция, скажем, министра, власти и самого застройщика, который сказал о том, что если какие-то проблемы возникнут, исключительно наши проблемы, наших там жильцов этих домов, никак это не коснется, никаких новых дольщиков не появится, все дома будут там, которые еще не достроены, сданы в срок. То есть вот эта социальная составляющая, я бы сказал, она не ухудшится, и это действительно, по-моему, очень тоже важная новость. Да, действительно. Так, есть еще предложения по заголовкам? Все? Пожалуй, я соглашусь с тем, что это... Хорошо, тогда у нас осталась еще одна рубрика, это цитаты недели. На этой неделе с цитатами, вот на мой личный взгляд, было не очень густо, поэтому я и выбрал одну из цитат, которая прозвучала здесь, в нашей студии, от Ростислава Мурзагулова, который был на программе «Персонально ваш» в среду. Процитирую. Значит, цитата касается Никиты Исаева, политолога, который приезжал в Сибай, и вот эта вся история произошла. Его истинные мотивы — это далеко не защита интересов сибайцев. Его истинные мотивы — это желание чем-то поторговать и чего-то заработать. Это мое глубокое убеждение, основанное на некоем знании. Да, какие-то ребята его там неласково встретили. Хабиров сказал, что это правильно. Имеет право так думать. Я тоже так думаю. Вот такая вот длинная цитата. Ростислав, будучи, скажем так, не официальным чиновником, а человеком, отвечающим за информационную политику, он в таком находится положении, что может себе позволить пространные интересные цитаты, скажем, даже на грани фола, но которые не будут как бы вызывать какие-то исковые там заявления. В этом отношении с этой фразой он обошелся, как скажем, виртуозно, одновременно сказал, что думал, и одновременно не дал повода к исковым заявлениям.
Да, скажу так. Но с другой стороны, скажем так, вот эти игры, там, «Не кормлю тролль» и прочее в конкретных предметных вещах, они немножко уже... Ну, меня лично, как у человека, как у журналиста, привыкшим там отвечать там за слова или так далее, мне, например, они уже начинают подраздражать. Другое дело, что сказанная фраза была правильная, на мой взгляд. Ну, не то, что правильно, он просто хорошо ответил. А как тебе сама эта ситуация с Исаевым? Мне тяжело судить, но я, например, уверен, если судить по тем фразам, которые там, или по тем выступлениям у Исаева, которые были, в том числе в эфирах федеральных телеканалов, ну, я просто вот не могу поверить, чтобы, скажем так, резко появился тут, может быть, даже не политики или не блогеры, даже не первый, скажем, там, волны и так далее, вдруг резко там заинтересовался и приехал. Я тоже вижу, что у него, возможно, какой-то свой там политический или иной интерес. С другой стороны, в том, что он приехал и пытался разобраться, я тоже плохого ничего не вижу. Ну, то есть я тоже... Да, я не вижу ничего в этом может же быть у человека. Почему нет? Почему нет? Я, например, не хочу никому никогда не отказывать ни в мнении, в праве на мнение, ни в праве то, что поехать, выразить свою позицию. Приехал, и хорошо, люди встретились, но, опять же, тенденция к тому, что как бы чего ни случилось, давайте не дадим сказать или давайте зажмем, но они в нашей республике, к сожалению, что-то в последнее время превалируют. Артем, ну, я так понимаю, вы тоже очень активно эту тему отработали, и да, что неудивительно. Вы уже получили исковые заявления от Исаева. Ага. Ну, вы видели, они размещены в сети. Что планируете Для нас делать? это нормальная ситуация. Мы каждый месяц отвечаем на разные исковые заявления, потому что подать в суд по закону — это право каждого на любую публикацию. Это цивилизованное право. 80 публикаций в день, соответственно, 80 исков я могу в день получать и даже больше. Поэтому мы работаем над этим. Ну, в части вот цитаты, там есть такая фраза, что основываясь на некоем знании, так. то есть, возможно, он знает что-то большее, да, что дает ему основание так говорить. Ну или я делать знаю, вид, что говорите, что он знает. Я не знаю, что он знает. Может, он действительно там денег у кого-то просил за свое молчание. Мы не знаем. И раз нет, то это только оценочное мнение, суждение, которое не подсудно. Так, у нас буквально совсем чуть-чуть. У вас есть какие-то цитаты свои, которые хотите предложить? Да, вы знаете, очень сложно как-то в этой неделе. Там, может быть, Ради Фаридович не стал на оперативке отжигать, как обычно. И сразу выбрать не из чего, да? Да, и там Ульфат Мансурович тоже вроде бы как бы мэрии особенного не говорил. Я бы, наверное, скорее как цитату бы провел те высказывания, которые сказал у нас вот господин Кобзон, блогер, когда сказал о том, что они там все сами в шоке бегают и трясутся с бумажками. Это интересная фраза была. И вообще его манера, скажем так, общаться достаточно интересно и выгодно выглядела. Я бы вместо цитаты привел, как сказать, гаджет недели. Установили вот такие большие смартфоны по городу, где можно проголосовать, в том числе на праймерис Единой России. По сути, уже праймерис стартовали. Серьезно, они уже стоят? Да, они стоят уже по 3 адресам в Уфе, в частности, в самой Единой России, Цурюп 17. Там можно подойти и нажать, выбрать своего кандидата. Ты не член партии? Из 4. Я не член партии. А откуда такая скрытая реклама? Я член регионального исполнительного комитета. На этой ноте мы нашу программу закончим. Я напомню, что в эфире была редколлегия, и в гостях нашей студии были главный редактор Башинформа Артем Валиев и главный редактор газеты «Бонус» Рамиль Рахматов. Всем спасибо и до свидания. Всего доброго. Никакого секрета.